10% экспортируемых из Китая товаров вывозятся по договоренностям, заключенным на Кантонской выставке, которая проходит в городе Гуанчжоу. Это третья по величине выставка в мире и самая крупная китайская выставка товаров народного потребления. На нее приезжают бизнесмены и покупатели со всего мира. Здесь есть все, начиная от техники, оборудования, всех видов мебели и заканчивая одеждой и продуктами питания. Кантонская ярмарка – это десятки тысяч производителей и поставщиков, собранных в одном месте и в одно время. У Кантонской ярмарки самая длинная история среди выставок международной торговли в Китае. Впервые она была проведена в 1957 году и проводится ежегодно 2 раза уже почти 60 лет. На выставочной площади более чем 1 миллион квадратных метров продукция представлена на свыше 60 тысяч стендах. Здесь самый большой ассортимент товаров – 165 категорий. Выставку посещает большое число бизнесменов – более 1 миллиона человек из разных уголков мира. На Кантонской ярмарке заключаются договоры и сделки, общая сумма которых составляет 1/10 часть всего годового объема китайского экспорта. Кантон Фэйр – это возможность купить подешевле. Производители и поставщики представляют на выставке специальные выгодные цены. Кыргызские предприниматели в прошлом году впервые попали на это грандиозное торговое мероприятие. В апреле будет организован бизнес-тур для местных бизнесменов. О том, зачем ехать на Кантонскую выставку, в следующем материале. На Кантонской ярмарке Китай демонстрирует свою производственную мощь. 2 раза в год, весной и осенью, сюда приезжают со всех регионов мира в поисках новых товаров и оборудования. Выставка – это еще и место для новых бизнес-идей, так как на ярмарке предлагаются товары из рук самих производителей, которые еще не отправлялись на экспорт. В прошлом году ярмарку посетили бизнесмены из 211 стран. В Гуанчжоу можно сразу заключить договор. Несмотря на тесные торговые отношения и почти 60-летнюю историю выставки, кыргызские предприниматели только в прошлом году побывали на ней. Когда мы в прошлом году впервые попали на эту выставку, нам стало обидно, что мы раньше не узнали о ней и до сих пор не воспользовались этой возможностью. Ведь даже американские бизнесмены увозят товары из Китая, и именно на этой выставке они заключают договоры. Не надо искать по всему Китаю производителей, они все в одном месте и ждут зарубежных клиентов. Глава строительной компании Чолпонбек Акматов после Кантонской ярмарки отказался от некоторых зарубежных партнеров, так как те товары, которые ему направляли под брендом «Произведено в России» или Турции, он нашел в Гуанчжоу. Теперь некоторые строительные материалы он заказывает из Китая, это намного дешевле. Когда мы посетили Гуанчжоу, я удивился, что есть очень качественные товары и при приемлемой цене. Я нашел те товары, которые нам непосредственно поставляли под брендом Турции, под брендом Европы. И когда об этом узнал, я, честно говоря, пожалел, что надо было еще раньше поехать, потому что мы очень много денег сэкономили бы. Единственное, там надо покупать оптом, малым партиями не продают. Если бы не этот кризис, мы, в принципе, могли бы много контрактов заключить. На ярмарке представлена не только экспортная продукция Китая, есть место и для импортных товаров. В прошлом году 552 компании 44 стран привезли свои товары на Кантонскую ярмарку. Некоторые товары Кантонской выставки, даже если добавить стоимость перевозки и таможенных платежей, на 50% дешевле, чем продается на рынках СНГ. Например, кресло в Китае стоит $150, плюс $180 доставка и таможенные пошлины. Сюда, в Бишкек, это кресло доставят за $330. На рынке оно стоит $470. Разница $140. Привезенная из Китая в Бишкек лампочка будет стоить $3, то есть за местную рыночную стоимость лампочки можно приобрести сразу 2. Из спецтехники возьмем для примера обкаточную машину, которую уже заказывали в Бишкеке. Ее в Китае купили за $37,5 тысяч. В Бишкеке клиенту с доставкой она обошлась $48 300. Таким образом, клиент сэкономил $9,5 тысяч. Всем известно, что наши бизнесмены многие китайские товары покупают в Бишкеке или на рынках соседних государств. Вступлением ЕАЭС эти товары стали намного дороже, поэтому мы хотим дать возможность предпринимателям самим напрямую купить их у китайских производителей, и это будет намного выгоднее.
Ярмарка проходит в 3 этапа, каждый длится 5 дней. На первом этапе выставляется на продажу автомобильные запчасти, бытовая техника, сантехника, строительные материалы, оборудование. На втором этапе выставка мебели, посуды и других товаров для дома и офиса. Последние 3 дня ярмарки идет выставка одежды, обуви, продуктов питания и лекарственных средств. Посещение выставки станет одним из пунктов недельного бизнес-тура в Гуанчжоу, который пройдет с 14 по 21 апреля. Участники из Кыргызстана смогут наладить партнерские связи с производителями и поставщиками из Китая на Кантонской выставке, а также примут участие в кыргызско-китайском бизнес-форуме, посетят специализированные промышленные зоны. Стоимость бизнес-тура $1675. В эту сумму включены получение визы, авиаперелеты по указанным в программе направлениям, все трансферы, проживание в отелях Гуанчжоу и Урумчи.